Итак, мое вчерашнее приобретение, часики, Франция, конец 19 века. И главное, тикают. Куда тикают, неизвестно. Так что мое приобретение ищет нового хозяина. Подходите, спрашивайте в приват, на YouTube, можно на Фейсбуке, кому что интересно. Будем отвечать. Вот такие часики. Так, здесь у меня стеклышка нету. Ножка согнута. А так состояние пойдет. У нас вот они тоже еще часы. Такие красавчики. Вот так вот. Со своим ключиком. Вот. 19 век. Очень в таком хорошем состоянии. Не ходят. С ушками здесь. Не знаю, как называется точно. Вот. Часы Наполеон. Вот такие они у нас. Эти все тикают. Все ходят. И еще вторая пара часов. Грязное стекло. Вот. Механизм чистый. Можно сделать. Также у меня имеются часы для кампинга. Немецкие. Вот. Норманди Немен. Вот такие часики. Это часы для кампинга. Тоже тикают, ходят. Только не знаю, как ходят они. Ревизию надо сделать. Тоже вот часики с календарем. Это календарь автоматический. Вот интересные, симпатичные. В своей коробочке. Так, еще часики. Так, эти часики у меня Made in Thailand. Это таиландские. Они чуточек покоцанные. Отсюда оборвалась застежка. Вот так вот. Кто летом хочет после коронавируса ехать куда-то для кампинга, приобретайте. Советую. Часики очень хорошие. Так, что у нас еще есть из нашего приобретения? Так, 37-го года, по-моему, открытка. Город Анже. И здесь такой текст. Никак не могу разобрать. Мужчина тут пишет письмецо своему товарищу, другу, не знаю, он у него брал пальто, просит прощения, что не вовремя вернул. Вот такие дела. Текст большой. Вот. Так что, кому что интересно. После у нас книжица. Это у нас что? Это у нас книжица парижская. Это как бы, не как бы, а так и есть. Учебник французского языка, старый. Так, это что у нас тут?
Семена капусты, что ли? 31-го года штучка. Прикинь. А тут семян нету, да? 31-го года семена капусты. Не, семян тут нет. Пакетик. Антиквариат. Так что... И прикиньте, здесь перстень такой. Золотой, серебряный. Un chiffon de coton. Я не буду вам читать, потому что вы потом будете смеяться. Le garçon de mon patron Martin a demandé pardon, éviter le scandale. Скандаль, или как там. Так, опять письмецо. Опять письмецо с фронта, что ли? Так, что у нас тут? Это какой-то ребенок, видимо, написал. Ничего тут нету. Почек не разобрать. Так. Здесь вроде какие-то марки, да? Они уже прилипшие. Вроде как марки были. Le bon chien, хорошая собака. Окей, the ghost, the chien, та-та, Маша. Так, что это у нас тут? Рисунок простой. Короче, вчера, если бы я еще там в библиотеке порылся, так, комарик каких-то иных годов. Книжка какого года сама? Попробуем узнать. Так, 23-й. Это, по-моему, из библиотеки они брали, да? Так. Экспедицион de individuelle de Paris 1878, 1889 и 1900 года. Вот написано. Вот такие дела. Все. Потом у меня есть еще одна книжица здесь. Вот она. Вот она книжица. И год у нее, не знаю, это реальный год, 1844 год. Это, может, издание само было напечатано, вот эта книжка, роман этот, в этом году, не знаю. А ну-ка, историки, подскажите. И обложка у него такая универсальная книжица. Будем смотреть. Вот. Может, дед золотишко тут прятал. Да не, ничего тут нет. Так, а сейчас ложу срочно. Вроде это посылка была, да? Отправлялась. Так. Сейчас у нас здесь книжица тоже. Синтетик. L'homme végétal psychique. 1900 год. Биология. 1900 года. Да. Пишите. Ну, не знаю, кому биология этих годов будет интересна. Как все думали. Лянему. Животные. Про животных. Как тут что делают. Печка. Вазды. Вот. Иллюстрации имеются в книжке. Рыбы, змеи и все остальное.
Так, а здесь у нас эпок contemporain 1744-1851 год. La grande puissance européenne et l'heure de colonie. Grande puissance. Большая сила, европейская сила в колонии, что ли? Что-то такое. Так, тогда она стоила приз специальный. Ну, и на французском я сейчас знаю, как называется. Grand Puissance Européenne для l'heure de colonie. Это программа 2020 года. Или deuxième année. Вот. Что здесь у нас? Что за листочка? Вот тут карты у нас имеются. Старые карты. Колонии. Британия. Жалко, что не цветные тогда были. Было бы более интересно, конечно, смотреть. Но я вам скажу, вот вчера, когда я зашел к бабушке в этот дом, у нее было очень много вещей, очень-очень-очень много. Но большинство хороших. Она уже как 2 месяца, говорит, продавала свои вещи деда, и ничего у нее не осталось хорошего. Даже не знаю, почему я взял вот эту картину или что это. Вот 2 чувака здесь. Холст. Да. Может, потому что старые взял, не знаю. Но это ничего такого серьезного вроде бы. Отдам за пару тысяч долларов отдам, да. Ну, может, за $1500 отдать, да. Много не буду. Гвозди даже есть старые, да. Видите? Надписи я не вижу. Надписи здесь нету. Так что, кто хочет картину Репина, обращайтесь. Можно маслом натереть, и будет вообще четкая картина. Потом у нас что здесь имеется? Имеется у нас тарелка для украшения. 1791 год. Типа война, смерть, кладбище, солдаты. Так, вот. Все это можно отправить и на Россию тоже, не только во Францию. Есть доставка в Россию, Москва, Орел, Воронеж, по-моему, да. Ну, конечно, это за дополнительную плату. Это уже вы будете договариваться, кому интересно, с перевозчиками. А я гарантирую, что отдам ему все как есть. Это не продается. Вот так. Кому что интересно, пишите. По дешевке скину. Окей. Поехали мы далее. Всем удачи.